Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лена Зинатуллина. И вот о чем расскажем в выпуске. Бушующая стихия. За сегодняшний день это, по-моему, 3-й или 4-й дождь. И не видно конца и края, конечно, когда это все закончится. Когда восстановят крышу в Кайбецком районе и когда дети смогут вернуться сюда, расскажет Искандер Гималдинов. Соблюдено ли законодательство в области охраны окружающей среды? Прокуратура Чистополя проводит проверку после пожара на полигоне города. Подробнее расскажет Вероника Гайнудинова. Солнцу русской поэзии. Пушкин – уникальный, удивительный поэт. Пример неустанного труда и самообразования. Как в Казани прошли торжества, посвященные дню рождения Александра Пушкина. Об этом Рамиль Шайдуллин. В Кайбецком районе сегодня ликвидируют последствия урагана, накрывшего их накануне. Пострадали 6 деревень, упали деревья, повреждены линии электропередач. Основной удар стихии пришелся на село Федоровское. Здесь порывистый ветер оставил без кровли школу и детский сад. Сегодня воспитанники остались дома. Восстановительные работы обещают начать в ближайшие дни. Искандер Гималдинов о последствиях первой летней бури. Сорванная ураганным ветром крыша упала на задний двор школы примерно в 4 часа дня. В это время малыши в садике проснулись после тихого часа, уже собирались уходить домой. Директор, заметив ухудшение погоды, попросил ребят никуда не выходить. В эту минуту срывает кровлю. Второй этаж заливает водой. Дождь идет и сегодня. Второй этаж мы пока не собираемся подключать, потому что мы боимся короткого замыкания, и мы его пока обесточим. За сегодняшний день это, по-моему, 3-й или 4-й дождь. И не видно конца и края, конечно, когда это все закончится. У нас идут подтеки, получается, и мы переживаем. Организовали круглосуточное дежурство, будем за этим всем наблюдать. Самое главное, конечно, уж я говорил, чего мы боимся, это замыкание, чтобы электричество, вода не попала. А все остальное, конечно, нам приезжал глава администрации, обещал, что поможет с ремонтом, что мы все восстановим. До начала учебного года у нас все должно быть в порядке. Школа была основана в 1974 году. Последний раз крышу ремонтировали 5 лет назад. Как говорят очевидцы происшествия, здесь прошел настоящий ураган. Да? Ой, смотри, что творится, как это метель. После вчерашнего происшествия задний двор школы, где и упала крыша, сейчас выглядит так. Ходить здесь безопасно и мусор убран. Как говорит директор школы, расчищали территорию всей деревней. Также сорванная крыша упала на линию электропередач. Сегодня ее восстановили, и дети смогут вернуться сюда завтра. Сегодня на место ЧП приехало руководство района. Они оценивают ущерб и предстоящий объем работ. В районе это не единственный случай. По итогам вчерашнего шквалистого ветра с дождем у нас по службу ЕДДС поступило от 6 деревень сообщение о том, что нет света. Много было сообщений о том, что упали деревья и оборвали провода, электрические провода. Но служба электриков оперативно выезжала, и в тот же вечер были восстановлены электроснабжение по всем населенным пунктам. На сегодняшний день мы провели совещание оперативной группы с участием главы нашего района, отдела образования, МЧС, и поставили задачу, пригласили подрядную организацию в течение 2 дней составить смету на восстановление кровли и сразу приступить и завершить его в кратчайшие сроки. Я думаю, в течение 2 недель мы должны завершить эти работы. В первую очередь руководство планирует восстановить кровлю, после займутся внутренними помещениями. Завтра здесь снова должен заработать пришкольный лагерь. Дети будут заниматься только на 1-м этаже. Искандер Гималдинов, Данил Филатов, ТНВ, Кайбецкий район. Ливень был настолько сильным, что сразу в 2 районах улицы превратились в грязевые реки. Бурный поток разделил на 2 части село Алексеевка в Бавлинском районе. Здесь затопило и проезжую часть в деревне Кзыл-Яр. В Аксубаево ливень затопил огороды, уничтожена рассада и грядки с саженцами.
Дождь, гроза, порывистый ветер. Прогноз погоды от гидрометцентра на ближайшие 2 дня не изменится. Республика остается в поле пониженного давления. Днем жарко, плюс 29, ночью прохладно, 19 градусов. При грозах кратковременное усиление ветра до 20 метров в секунду. Будьте внимательны. Такая неустойчивая погода с локальными дождями в Татарстане задержится до конца недели. Прокуратура Чистополя начала проверку факта возгорания отходов на городском полигоне. После сообщений в СМИ надзорное ведомство проверит, было ли соблюдено законодательство в области охраны окружающей среды при обращении с ТБО. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Накануне мы рассказывали о том, что в Чистополе 4 дня ликвидировали пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Огонь охватил 3 гектара. Для устранения задымления на объекте мусор засыпали грунтом. Все эти дни над городом стоит смог, а жители жалуются на неприятный запах. На Ноксинском спуске в Казани сегодня проводили следственные мероприятия с задержанными. Об этом сообщают в казанских телеграм-каналах. На кадрах виден манекен, который, по всей видимости, выполняет роль убитого во время драки. Его подносят к лавке и просят продемонстрировать действия, совершенные в ту трагичную ночь. Накануне мы рассказывали, как здесь во время массовой драки был убит 29-летний мужчина. В 11 ночи на глазах всего дома его избили, а затем ударили по голове чем-то похожим на металлическую трубу. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Накануне 3 участников драки задержали, им грозит до 15 лет лишения свободы. Сегодня открылся Петербургский международный экономический форум. Это одно из главных деловых событий года. Ожидается участие более 18 тысяч человек из 139 стран. По количеству делегатов впервые вышли на допандемийный уровень. Главная тема встреч этого года – основа многополярного мира, формирование новых точек роста. В мероприятиях участвует делегация Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым. Раис уже прибыл в северную столицу. Все 3 дня форума он будет здесь. В программе порядка 30 встреч и подписания соглашений. В составе делегации вице-премьеры, министры, главы некоторых районов, представители бизнеса. Так, в прошлом году из Питера наша республика вернулась с портфелем из 25 соглашений. Кроме деловой программы, есть обширная выставочная часть. Стенд Татарстана занимает более 100 квадратов, и его концепция позиционирует республику как центр притяжения мероприятий международного уровня. Это игры будущего, Казань-форум, игры стран БРИКС, саммит БРИКС. Одна из тем дискуссий на форуме напрямую пересекается с посылом нашего стенда. Будут говорить о новых возможностях торгово-экономического сотрудничества стран БРИКС. И ближе к вечеру на полях Питерского форума Рустам Минниханов принял участие во встрече глав субъектов Ассоциации инновационных регионов России. Совещание прошло под председательством заместителя руководителя администрации президента страны Максима Орешкина. Участники обсудили тему инновационного потенциала регионов. Рустам Минниханов отметил, ассоциация зарекомендовала себя эффективной площадкой для обмена передовым опытом, масштабирования лучших практик. С 2012 года Раис Татарстана является председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России. Завтра вся страна отметит День русского языка и 225-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Несколько знаковых событий прошли в республике уже сегодня. В музее Евгения Баратынского, друга Пушкина, Рустам Минниханов встретился с активом Русского национально-культурного объединения. Эта встреча стала уже традиционной в преддверии Дня русского языка. Здесь обсуждаются важные вопросы, что уже сделано и какие новые задачи озвучили сегодня. Репортаж Вероники Гайнудиновой. Встреча, посвященная 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, проходит здесь, в музее Евгения Баратынского, не случайно. Он поэт пушкинской эпохи и один из близких его друзей. Вот этот пушкинский памятник, как вы помните, был сохранен. На выставке проекты, которые уже реализовали за этот год, между 2 встречами в 93-й Казанской гимназии установили памятник поэту, издали книгу «Пушкин и Казань. История 3 дней», провели Пушкинфест, культурно-просветительский проект «Смотрины на Красной Слободе». Центр русского фольклора в Казани получил дополнительное помещение. Дело Александра Сергеевича Пушкина живет. Уже на встрече с представителями Русского национально-культурного объединения Рустам Минниханов поблагодарил их за большой вклад в сохранение наследия русской культуры. Ваша команда очень активно работает, мы это видим, чувствуем. И я считаю, что это очень
большое наше богатство, то, что вот в мире согласия у нас была очень такая добрая встреча. Ирина Александровская, в свою очередь, поблагодарила Рустама Минниханова за поддержку их инициатив и проектов. Удается решать очень многие проекты в полной гармонии и взаимопонимании, чему мы очень рады. И, конечно, ваши поручения, которые даются ежегодно на наши традиционные встречи, мы рады, что они не только не остаются без внимания, но очень с душой исполняются. В Нижнекамске уже завтра, в день рождения Пушкина, откроют памятник и присвоят его имя третьему лицею. Председатель Русского общества Нижнекамска обратился к Рустаму Минниханову с просьбой помочь сделать ремонт в учебном заведении. Здание 1966 года. Оно ровесник города, и масштаба капитального ремонта там не проводилось. Был текущий ремонт сделан в 2012 году. И здание в дальнейшем планируется использоваться полный рабочий день и проводить дополнительные занятия методические, обучающие с детьми, чтобы развить их творческий потенциал. И нам бы хотелось улучшить материально-техническую базу и сделать хороший капитальный ремонт. Рустам Минниханов отметил: поможем, и дал поручение министру образования Ильсуру Хадиуллину. По школе обязательно Ильсур посмотреть надо, значит, тем более это связано с общественной деятельностью. Обязательно включите. В Татарстане снимут полнометражный документальный фильм о посещении Казани Пушкиным, увековечат память поэтессы Вероники Тушновой, издадут книгу об истории и традициях русской кухни в Поволжье с приложением рецептов. Продвигать традиционные русские блюда предложил Валерий Леонтьев, основатель пекарни «Хлеба Прохора». Рустам Минниханов отметил: пекарям нужно организовать отдельный павильон в новом центре ремесел в Казани. Раис также предложил популяризировать народные игры. Их Рустаму Минниханову представили в мае на фестивале «Каравон». Хорошо, если бы мы издали сборник этих игр, потом наладили бы производство этих приспособлений, да, и продвигали. Я же никогда не видел, и это на самом деле очень интересно. Даже взрослому человеку попробовать себя там. На встрече присутствовал аспирант КФУ из Китая Ван Юйцун. Он рассказал, как изучает русский язык и участвует в российско-китайских проектах. Я не представляю жизни и без великого, могучего русского языка, который отражает национальный характер русского народа и его культуру. Было ли мне сложно изучать русский язык? Конечно, да. В процессе его изучения я столкнулся с рядом трудностей. Но, как говорится, первый блин комом. Рустам Минниханов сегодня поддержал озвученные инициативы. Масштабное празднование 225-летия со дня рождения великого русского поэта пройдут завтра по всей республике. Вероника Гайнуддинова, Лисан Саитова, ТНВ, Казань. Празднование Дня русского языка и 225-летия Александра Сергеевича продолжилось на сцене оперного театра. Здесь Рустам Минниханов, Ментимир Шаймиев, творческая интеллигенция, учителя. Раис республики отметил, творчество поэта отличалось чистотой помыслов, справедливостью поступков и любовью к отечеству. Зрители сегодня рукоплескали ожившей классике. На сцене оперного стихи Пушкина звучали в песнях и театрализованных постановках. Рамиль Шайдуллин все сам увидел. В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут. Маленький Саша еще не знает, что он будущее солнце русской поэзии, но уже верит, словом можно изменить мир к лучшему. Таким детство Александра Сергеевича представили на празднике. Сегодняшние торжества предваряют День русского языка и 225-летие со дня рождения классика. Шедевры Пушкина всегда отличала чистота помыслов, справедливость в поступках, ответственность перед близкими и Отечеством. И поэт всегда с особой любовью относился к самобытному русскому народу. В Татарстане, отмечает Раис республики, уделяется особое внимание сохранению и поддержке русского языка и культуры. Проводятся праздники «Каравон», «Спасская ярмарка», «Алексеевские перезвоны», «Кузьминки». Организуют научные и образовательные мероприятия. Среди них онегинские чтения. Молодежные фестивали, например, «Пушкин-фест». Молодое поколение все больше интересуется своими корнями. Это одно из главных достижений. Хочу выразить искреннюю признательность всем энтузиастам, которые вносят неоценимый вклад в важное дело сохранения духовного наследия, педагогам, работникам культуры и представителям общественности. В зале творческая интеллигенция, учителя. На праздник пришел государственный советник Ментимир Шаймиев. Рустам Минниханов вручает государственные награды.
Медали республики за доблестный труд получает директор Казанского музея Евгения Боротынского Ирина Завьялова и старший научный сотрудник музея Горького и Шаляпина Флюра Мирзина. Они считают, не было бы Пушкина, мы были бы другими. Человек рождается со словами Пушкина, можно сказать, с раннего детства. Это все Пушкин, это все наша жизнь. Такого же мнения и учителя русского языка Ирина Нагуськина из Тетюшского района и Гузял Сайфуллина из Высокой горы. Сегодня они стали заслуженными учителями республики. Александр Сергеевич Пушкин и Россия – это одно и то же. Артист Государственного оркестра народных инструментов Артур Вотчинников считает, не было бы Пушкина, не было бы и великой русской музыки. Сегодня он стал заслуженным артистом. Нашу музыку нельзя представить тоже без Пушкина. Величайший композитор Чайковский, его опера Евгений Онегин, потом «Пиковая дама». Это все написано на сюжет Пушкина. В каждом из нас есть частичка Пушкина. Об этом говорят все, кто с малых лет знает его произведения наизусть. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Идет направо, песни заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Я вам пишу, чего же более, о чем могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воли меня презрением наказать. Амиль Шайдун, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня лесникам Татарстана передали новую технику. Как отметил премьер Алексей Песошин, более 17% площади республики покрыты лесами. Это легкие промышленно развитого региона. Технику закупили по федеральному проекту сохранения лесов. Это 31 лесопатрульный УАЗ, 6 тракторов «Беларусь», 3 пожарные цистерны и снегоболотоход. В лесной отрасли Татарстана трудятся свыше 2500 человек. Новое оборудование станет хорошим подспорьем, особенно в пожароопасный период. Лесное хозяйство республики активно совершенствует систему лесоохранных мер. Ключевым фактором здесь является своевременное обновление технической базы отрасли. Это позволяет достигать высоких результатов работы и сберечь леса и жизни наших граждан. Алексей Песошин провел заседание Совета директоров сетевой компании. Обсудили надежность электроснабжения в республике, результаты работы за первый квартал года. Объем услуг составил больше 7 миллиардов киловатт в час, чуть больше, чем годом ранее. Потребление электроэнергии в Татарстане самое большое среди регионов Средней Волги. Количество новых договоров на присоединение к электросетям вдвое выше уровня прошлого года. Аномальные снегопады января негативно сказались на частоте аварийных отключений электричества. Сегодня в Казани простились с бывшим министром информации и печати республики Шамилем Хаматовым. Панихида прошла в здании Татмедиа. Его ветеран татарстанской медиасферы называл своим вторым домом. Проститься с Шамилем Шамсеевичем пришли близкие, коллеги, руководители и главные редакторы ведущих СМИ. В доме, где жил Шамиль Хаматов, создадут музей. Есть еще несколько идей, как увековечить память о нем. Всегда уверенный в себе, улыбчивый и готовый прийти на помощь. Таким Шамиля Хаматова вспоминают его родные и коллеги. Проститься с легендой татарстанской журналистики пришло практически все медиасообщество. В годы становления меня в журналистике, когда становился не просто журналистом, еще руководить учился. Пришлись на совместную работу с Шамилем Шамсеевичем. И, наверное, главное качество, который запомнился его человеколюбие, наверное. Как журналиста отсюда трепетное отношение к слову. Шамиль Шамсиевич пришел в журналистику полвека назад. Свой дар он унаследовал от отца, тоже журналиста Шамси Хаматова. Шамиль Хаматов работал в газете «Советская Татария», заведовал сектором печати в татарском обкоме КПСС, возглавлял Министерство печати и Союз журналистов, был главным редактором газеты «Татарские края». Это был, безусловно, очень талантливый, очень одаренный человек, который продолжил дело своего отца, легендарного отца. Работал на Народную Республику, работал для татарского народа, работал для сохранения татарского языка. И такие люди, понимаете, это гиганты. Мы все стоим на плечах гигантов. Вот когда такие гиганты есть, мы можем двигаться дальше.
Шамиль Хаматов первым возглавил Министерство информации и печати Татарстана. Это был 1991 год, переломное время для республики и страны. Ему удалось выстроить работу СМИ. 26 декабря 1991 года распался Советский Союз. 27 декабря 1991 года был принят закон о печати. Политически куда идти было непонятно, куда пойдет республика. Тоже была сложная ситуация. Многие журналисты учились у него работать со словом и отвечать за него. К нему всегда можно было прийти за советом, вспоминают главные редакторы. Он был очень преданным читателем газеты «Казанские ведомости», которую я возглавляю. Он читал, звонил, поддерживал нас. И об этом говорит серия интервью, которая у нас с ним вышла. И говорил он, что печатная журналистика будет жить. Когда я еще был молодой журналист, мы, конечно, с таким пиететом смотрели на старших коллег. И вот Шамиль Шамсеевич был один из них. Это человек был, который понимал журналистику до самой глубины. До последних дней жизни Шамиль Хаматов оставался в строю. Писал мемуары, встречался с коллегами. Сегодня предложили назвать одну из новых улиц в Казани в честь династии Хаматовых. Похоронили Шамиля Шамсиевича на Новотатарском кладбище. Алена Струминская, Андрей Ключников, ТНВ, Казань. Сегодня Всемирный день защиты окружающей среды. Нижнекамск нефтехим открыл необычную фотовыставку от первого лица. В Центральном парке Нижнекамска развернулись стенды о гармоничном соседстве предприятия с городом и природой. В рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» проект реализован с Сибуром и Московским музеем дизайна. Нижнекамск и завод Нижнекамск нефтехим очень тесно связаны, да, это как братья-близнецы. Больше 6 месяцев работы именитых федеральных и нишевых местных фотографов. На 20 стендах 40 уникальных фотографий. В парке «Семья» Нижнекамска открылась фотовыставка от первого лица. Сибур ее подготовил совместно с Московским музеем дизайна. Выбрали такой интересный формат. У нас здесь, кроме фотографий, на стендах есть цитаты. Как будто бы мы взяли интервью у лисы, у совы, а также у заводского факела, спросили у заводских градирин, где они работают и в чем их миссия. Хотелось бы полыхнуть ярче, но держим себя в руках. Ответственность и дисциплина. Так нас в Сибуре приучили. Словно оживший делится с гостями заводской факел. Река Кама, лесные животные, заводские градирни, биочистные сооружения. Дрон-сервисы Нижнекамск нефтехима. Все ожили и от первого лица рассказали о бережном отношении к планете. Данные с этого автоматического поста, они приходят не только к нам, а также они в режим онлайн автоматически, они уходят и в Министерство экологии. Эта передвижная эколаборатория Сибура следит за чистотой воздуха Нижнекамска. Сразу на месте проводит экспресс-анализ. Выставка рассказывает об экологичных технологиях производства. Нефтехимическое предприятие, оно может существовать и работать в балансе также с охраной окружающей среды, которая есть, и гармонировать с той природой, которая есть, применяя при этом просто ряд организационных и технических мероприятий, которые на сегодняшний день, в принципе, они реализуются как бы Сибуром, строятся свои локальные очистные сооружения замкнутого цикла для того, чтобы снизить вообще водопотребление речной воды с реки Кама. Первыми с выставкой познакомились студенты Нижнекамского колледжа нефтехимии и нефтепереработки. Многие с помощью QR-кода воспользовались аудиогидом и открыли для себя много нового. Это было мое первое знакомство с Сибуром, и мне было достаточно интересно. Я узнала много нового о наших заводах. Было очень интересно узнать что-то новое и то, что все очень экологично. Меня зацепили фотографии, очень приятные и красочные. Нижнекамск нефтехим производит более 120 видов продукции. К примеру, каучук и пластик. Параллельно завод реализует ряд экологических проектов. Массово высаживает деревья, выпускает мальков в Каму. Если говорить, что в целом делает Сибур, здесь можно отметить и инвестиции предприятия, более 6 миллиардов только за 2023 год, инвестиции в развитие экологии. Также реализуются другие проекты, это спортивная, социальная инфраструктура. И сейчас мы создаем совместно с Сибуром новый химический кластер, то есть на базе химического лицея. Выставка от первого лица – межрегиональный проект. Аналогичная также открылась в Тобольске и парке Горького в Казани. Ознакомиться с ним можно до сентября. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дзехате. До встречи в 21:30.
Здравствуйте, исәнмесез. В предстоящие сутки погода существенно не изменится. Температура станет выше лишь на несколько градусов. Осадки не прекратятся. Подробнее через пару секунд. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Зеленодольске, Балтазях и Кукмаре будет переменная облачность, пройдет дождь. Температура днем плюс 26-27, ночью плюс 15-17 градусов. В Буинске, Тетюшах и Дрожжаном будет облачно с прояснениями, местами осадки. Температура днем 26-28, ночью 16-18 градусов тепла. В Новошишминске, Мамадыше и Нурлате переменная облачность, временами дожди. Температура днем плюс 26-27, ночью плюс 15-17. В Нижнекамске, Менделинске и Сарманово облачно с прояснениями, небольшие осадки, днем 25-26, ночью около 15-16 градусов тепла. В Альметьевске, Бавлах и Лениногорске температура днем 25-27 градусов выше 0, ночью 15-16. Здесь переменная облачность, возможны осадки. Дожди и высокую температуру обещают и в туристических городах республики. В Свияжске температура днем 26, ночью 16 градусов тепла. Будет переменная облачность, ожидаются осадки. В Болгарах днем 27 градусов, ночью около 17 градусов выше 0. Здесь облачно с прояснениями, небольшие дожди. В Елабуге температура плюс 26 градусов днем, будет переменная облачность, пройдут дожди. Ночью 16 градусов тепла. Казанская швейная фабрика «Лилианс» – молодая, динамично развивающаяся компания. Расширение и модернизация производства дает возможность идти в ногу со временем, удовлетворять интересы и спрос клиентов во всех регионах нашей большой страны. «Лилианс» – это красивая, качественная, а главное удобная одежда для дома и отдыха. «Лилианс» – будь красивой всегда и везде. ТЦ «Южный», 2 этаж, ТЦ «Паркхаус», 1 этаж. Эмис. Время добрых дел. Специальное предложение на Курбан-Байрам. При покупке одной бутылки Эмис Таврический следующее будет в подарок. Эмис. Вся польза темных сортов винограда в одном напитке. Эмис. Время добрых дел. Специальное предложение на Курбан-Байрам. При покупке одной бутылки Эмис Таврический следующее будет в подарок. Эмис. Вся польза темных сортов винограда в одном напитке. В Казани тоже очень тепло, временами пройдут дожди. Температура составит около 27 градусов днем и около 18 градусов ночью. Атмосферное давление 747 мм ртутного столба. Ветер западный 5 метров в секунду. Влажность 50%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Всего доброго.